Герои находятся не только на передовой, но и здесь, в тылу. Там, где вместо оружия швейные машинки, а вместо патронов метры ткани. Среди них общественные движения, волонтеры которых работают каждый день, не покладая рук, лишь бы бойцы были живы, здоровы и снабжены всем необходимым. Участники движения «Якутия с тобой» одни из таких. Они поддерживают бойцов из республики, начиная с 2022 года, и по сей день шьют специальную камуфляжную одежду по индивидуальным обращениям и не только. По просьбе якутского казачьего полка добровольцы движения приступили к пошиву традиционных головных уборов – кубанок. Работа в мастерской не останавливается ни на минуту. Швеи трудятся с раннего утра и до позднего вечера, стараясь изготовить как можно больше необходимых вещей для бойцов. Я одну кубанку целый день шила первую, а потом как-то уже наловчились, вот 3 кубанки в день я шила. Так что вот такая кубаночка получается. Это макушечка. Кубанки всегда с ними, они как казаки, они охраняют. Вот у меня зять, он уже 2 раза ходил на СВО от казачества, тоже с казаками. Помимо швейной работы, матери военнослужащих занимаются приготовлением домашней выпечки. Пирожки с жеребятиной замораживают и готовят к отправке в зону боевых действий. Жеребятину предоставила семья Никитиных из города Якутска. Сделали фарш тут на месте и печем пирожки. Готовые пирожки у нас уже 156 штук на улице замороженные стоят в ящиках маленьких, чтобы сразу туда доехали и по частям раздали, отправили. Ну, мальчишки, наверное, обрадуются нашим домашним пирожкам. Также бойцам передадут переработанных карасей в виде порошка, заготовку для приготовления ухи в полевых условиях. Приготовили 45 килограммов карасей, которые поступили из Алтанского района и других мест. И вот их мы обжариваем на духовке, потом готовим, кроме этого, готовим вот уху, сушеные рыбы, прокручиваем на мясорубке и потом вот такие пакетики ложим. Весь собранный гуманитарный груз в ближайшее время будет направлен на передовую. На сегодняшний день волонтеры подготовили около 500 килограммов помощи. Всего с начала года было отправлено 3 тонны 846 килограммов гуманитарного груза. «Якутия с тобой» не единственная волонтерская организация. Швеи добровольческого движения женщин-матерей Якутии «Тепло рук» также всячески поддерживают бойцов. Сегодня у нас нужны размеры 48 размер. Кстати, у нас есть еще парень, у которого аппарат Елизарова. У нас Зоя Степановна сегодня этим займется. Зоя Степановна. Ага, потому что там специальный спецзаказ. Работы много. Вот так, без пафоса и лишних слов, Ирина Егоровна Савина, руководитель движения, начинает каждое утро. Ежедневная работа добровольцев швейного цеха «Тепло рук» – снарядить бойцов якутян не просто одеждой, а продуманной, удобной, функциональной экипировкой, которая может спасти жизнь. Работа началась в сентябре 22-го, сразу после объявления частичной мобилизации. Тогда девиз был один – не просто что-то собрать и отправить, а начать создавать самим. Прямо уже 10 числа нам предоставили вот эту комнату. Сначала вот этот зал, как бы конференц-зал. Но у нас, правда, ничего не было. У нас было только то, что мы с собой приносили. 4 швейных машинки таких, старых наших домашних, из дома приносили. Нас было человек 3-4 человека, и с тех пор все это тут началось. Конечно, самая активная работа началась, конечно, в этом цехе. С тех самых пор выросло и республиканское движение. К Ирине Егоровне потянулись люди со всей Якутии. Работать без выходных здесь привыкли. Такой бешеный ритм она держит уже 3 года. Опытные швеи из Якутска стали наставниками, объехав с мастер-классами почти все районы республики. Те, которые с района приезжали, они организовали у себя уже наши филиалы. Мы сами туда ездили, тоже проводили мастер-классы. Еще есть такие, которые, видя нас, как мы работаем, обучаясь у нас, уже создавали у себя тоже отдельное добровольческое движение, и это нас радует. Как признается Ирина Савина, в республике до них никто и не шил военизированные
специализированную одежду в таких масштабах. Думали, в интернете все есть. А нет, выкроек не было, технологии непонятные. Учились сами методом проб и ошибок, не имея за плечами ни швейного, ни дизайнерского опыта. И благодаря этому упорству уже одели более 6000 воинов. А начали, как это часто бывает, с самого важного. Нательное белье с тонкого флиса. Вот это нательное белье, она впитывает пот очень хорошо и высыхает очень хорошо, очень быстро. Высыхает, этим она еще и теплая, нравится нашим парням. В общем, мы прямо с первых же дней создания именно нашего цеха, мы практически с первых же дней вот такое нательное белье шьем. Ага. Но в этой истории удивительно не только мастерство. Это история абсолютной народной поддержки. Все средства на ткани и детали от обычных горожан и предпринимателей. И для благого дела соседи никогда не отказывают. Потом все-таки нашли в Новосибирске оптовиков и с ними начали работать. Так выгоднее. Знаете, за 70 тысяч можно купить очень многое по сравнению чем с Якутском. Например, вот эта кулирная гладь, это футболочная ткань, у нас тут стоит от 800 до 1200 рублей стоит в нашем Якутске. А в этом оптовом магазине можно купить за 180. Видите, разница какая большая. Вот такая она, настоящая логистика добра и заботы. От 4 домашних машинок до филиалов по всей республике. А сейчас в работе партия костюмов из ткани Дюспо. Это синтетический материал с влагостойкой пропиткой. Он защищает от ветра и осадков, быстро сохнет и сохраняет тепло. Конструкция костюма практичная. Свободный крой, усиленные швы, функциональные карманы. На пошив одного комплекта у каждой мастерицы уходит в среднем 1 день. В рамках этого заказа планируют изготовить десятки комплектов. Времени уходит, для меня лично уходит 1 день. Когда я не отвлекаюсь, ничего, только сижу и шью, прихожу, настраиваюсь, машинку настроила, проверила и сажусь и шить. Это готовый крой. Крой уже готовый. Мы сами проверяем там детали, все ли запчасти, как говорится, детали, если все. Вместе я начинаю шить. Начинаю шить, конечно, когда как, по настроению. Когда с брюк, когда с куртки. Свою лепту вносят и якутские студенты. Волонтерская кухня развернулась в стенах Арктического государственного агротехнологического университета. Здесь учащиеся колледжа технологий и управления заняты первичной обработкой дикой утки и рыбы. Всего за несколько лет волонтерской деятельности активисты выпустили порядка 4 тонн различных полуфабрикатов и заготовок. Для ребят это не только возможность помочь бойцам на передовой, но и набраться опыта. Все они будущие профессиональные повара. На данный момент мы уже обработали где-то 4 тонны продукции. Из разных улусов она к нам поступает и потом распределяется по разным больницам, госпиталям разных городов России. И в зоны точки тоже, горячие тоже ездит. Чтобы дольше наша продукция сохранила свои качества, свойства, мы, упаковываем ее в вакуумном аппарате, без доступа воздуха. И тем самым мы продлеваем сроки хранения более 5 раз, около 5 месяцев это все храниться может. И еще замораживаем, конечно, в шоковом аппарате. Помощь исходит не только с Якутска. Волонтеры работают по всей республике. В Алданском штабе Нервингвинской волонтерской организации «Зов Севера» процесс сбора грузов не останавливается. Продукты, одежда, предметы первой необходимости вместе с приветами от самых маленьких соотечественников регулярно отправляются военнослужащим в зоне проведения спецоперации. Сейчас собираем посылочки для наших бойцов, для наших героев. Мы их так все называем, независимо от того, есть у них награды или нет. Для нас они все настоящие герои. Поддержку бойцам жители оказывают не только в рамках благотворительных акций, но и на регулярной основе. Многие трудовые коллективы и семьи поддерживают с «Зовом Севера» постоянный контакт. Одежду, и постели, и личные вещи какие-то, и медикаменты. То есть все, что нужно, им сейчас все очень нужно. И поэтому все, что возможно, все и собираем. И ребятишки подарки собирают, и училища наши, и техникуми. То есть никто не остается в стороне. Есть
3 бабулечки у нас, которые постоянно вяжут носочки. Мы собираем шерсть, вот, пряжу, вот, и я развожу им, и они вяжут. Отделение волонтерской организации Нерюнгринского района «Зов Севера» в Алдане было образовано в мае, а в коллектив неравнодушные добровольцы объединились больше года назад. Как можно остаться в стороне, когда лучшие сыны находятся там, да? Как можно не оказать поддержку? Ну и вообще, как бы мой девиз, наверное, по жизни: если ты можешь помочь, помоги. В настоящее время алданская организация объединяет 11 человек. Первыми помощниками взрослых стали 5 школьников. Большую часть коллектива составляют женщины. Задачи, требующие физической силы, возлагаются в основном на 2 мужчин. Все, что нужно, всем занимаемся. Грузим, пакуем, разгружаем, загружаем, отправляем, привозим, увозим, все делаем. Гуманитарные сборы, проведение благотворительных мероприятий, заготовка продуктов, изготовление сетей, окопных свечей и салфеток. Деятельность ведется по разным направлениям. В решении ряда вопросов члены алданского отделения «Зов Севера» взаимодействуют с другими волонтерскими организациями района. С другими волонтерскими организациями мы дружим, работаем, но хотелось, наверное, больше централизованности, да, больше координирования. Тогда бы, если бы мы совместно были координированы, да, мы больше бы приносили пользы для наших ребят. Параллельно этому в Амге действует общественная организация «Амарах Сюрех». На их призывы в сборе необходимых вещей для тех, кто на передовой, отзываются все наслега и ученики школ. Дети и взрослые собирают все необходимые вещи и продукты, упаковывают и привозят в волонтерский центр. Стоит отметить, что волонтеры собирают местную продукцию, чтобы воины почувствовали вкус дома и заботу своих земляков. Жители села Покровка всегда поддерживают социально значимые инициативы и в этот раз тоже присоединились к акции. Вообще, данное это мероприятие, я думаю, что очень нужное, потому что ребята воюют, много чего не хватает, поэтому всем вместе нужно в направлении победы двигаться. Но дело одно собрать, надо же еще это все переработать, упаковать, доставить на передовую. Поэтому очень длинный путь нашей продукции. Но тем не менее, свое есть свое, своя рыба, свое мясо, варенье. Я думаю, что сейчас в зимнее время ребятам этого не хватает. Якутяне объединены единой целью и общими усилиями стараются помочь бойцам СВО. Каждый вносит свою лепту, и старания не будут напрасны, ведь все стремятся к победе.